Коллеги, добрый день. Рада сегодня вас видеть. Мы начинаем очередное республиканское собрание Республиканского методического объединения учителей предметной области искусства, которое мы планировали провести 15 октября. Но в силу тех обстоятельств, что московские коллеги организовали съезд учителей предметной области искусства, мы наше РМО перенесли, и мы его проводим сегодня. Должна вам сказать, что если вы сейчас на эфире не присутствуете, то вы можете посмотреть наш эфир потом, позднее, и, собственно, задать вопросы. Сегодня мы работаем с имеющейся обратной связью. Вы можете писать вопросы, ответы. Я эти вопросы вижу и постараюсь на них ответить. Вопросов очень много, они накопились за этот период, и мне хочется прокомментировать очень много событий. Поэтому, я думаю, мы с вами начнем потихоньку это собрание. И, собственно, начну я с того, что должна вам сказать, что наш РМО уже существует 4-й год. Я еще раз показываю площадку, которую я демонстрировала на съезде. И еще раз я хочу для тех коллег, которые впервые подключаются к нашим собраниям, обратить внимание, что эта площадка, она предназначена для коммуникации, для новостных информационных новостей, информационных каких-то мероприятий. Кроме того, эта площадка, она рассчитана на то, чтобы мы могли делиться своими методическими материалами, методическими наработками, со своим методическим опытом. И просто комментирую, не один раз уже вам говорила, еще раз хочется сказать. Значит, в документах я публикую последние нормативные документы, которыми мы начинаем пользоваться. Предметной дискуссионной площадке мы обычно организуем форум. То есть, если вы подключены к РМО, то вы можете явиться участником этого форума. Основную цель форума, активный вопрос ставлю я как организатор. Ваша задача высказать свои комментарии. Затем полезные ссылки. Я обычно публикую ссылки на полезные сайты, российские, федеральные, республиканские, которые можно использовать в своей работе. Методическая копилка – это ваши материалы, это интересные материалы, которые приходят до меня и которые я хочу распространить среди ваших коллег, среди нас. Это и ваши материалы, и материалы коллег, которым должны быть вам интересны. Блоги, сайты педагогов. К сожалению, вот эта площадка пока мало активна. То, что там выставлено, оно уже, собственно, имеет историю. И, к сожалению, современных сайтов учительских пока до меня вот такая информация не поступала, поэтому, к сожалению, персональные сайты пиарить я не могу, хотя очень бы хотелось. Добавлена новая вкладка. Она с прошлого года добавлена, называется «История о людях». Дело в том, что у каждого из нас есть человек, которого всегда вспоминаете, и о котором вы всегда говорите с теплотой. Это вот наши учителя, которые учили нас художественному образованию. И поэтому мне бы хотелось, чтобы мы здесь публиковали истории об этих людях. То есть интересный опыт даже тех коллег, которым вы считаете своими учителями, которые считают, что коллеги, которые вас поставили, собственно, в профессии. И мне очень хочется, у меня есть несколько идей, которые я пока, к сожалению, не могла осуществить, это мои педагоги, и я хочу здесь сделать вот именно такую историческую типа форме эссе, рассказов, где мы говорим о наших учителях. И если у нас появилась новая вкладка «Список участников», поэтому те, кто зарегистрирован на РМО, должны знать, что почти постоянно публикуются новостные вещи, то есть все, что касается новых мероприятий по России и в рамках Республиканского методического объединения, я обязательно позиционирую. И если мне такая информация поступает с других мест, с других образовательных организаций, я тоже стараюсь это обозначить в новостях. К сожалению, еще пока не так активны в рамках подачи новостей, но я думаю, что все-таки
вы поймете, что эта информационная площадка, она приносит пользу, вы узнаете какие-то новые проекты, новые мероприятия, вы в них можете принимать участие. И поэтому, но обязательно надо выйти на меня или моих соруководителей, которые эту информацию до меня донесут, и впоследствии мы сможем опубликовать в сообществе. Это напоминание. На сегодня я должна сказать о том, что у нас зарегистрировано около 69 человек. Это учителя, методисты общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, там 20 человек, преподаватели детских художественных школ и школ искусств Республики Коми 43 человека, преподаватели СУЗов и ВУЗов 25 человек. Эту информацию я давала на съезде, то есть понять, что наше сообщество оно увеличивается, растет, появляются новые члены, новые участники, и это отрадно. Но пока только больше пассивные участники. Мне хотелось, чтобы наконец-то стали появляться и активные участники нашего РМО, то есть люди, которые могли бы вместе со мной принимать участие в собраниях Республиканского методического объединения учителей. То есть это работа все-таки для вас. То есть это площадка, в которой вы можете рассказать о своем опыте, вы можете, скажем, показать свой опыт на республику. И я уже обращаю внимание, что наше РМО смотрит не только в Республике Коми, но и смотрит уже в России. Я думаю, что, скорее всего, нам будут присоединяться и люди других регионов Российской Федерации. Мы будем очень рады, если такое произойдет. Теперь, собственно, вопросы повестки дня, они достаточно большие, так как мы активно работаем, и благодаря тому, что мы сейчас работаем в содружестве с Институтом художественного образования и культуры РАО, город Москва, мы сейчас находимся на пике, то есть на самом высоком уровне информационной подачи в области реализации концепции предметной области искусства. То есть мы сейчас активно включаемся в процессы формирования стратегии реализации концепции, мы активно включаемся в процессы модернизации и на местах. Это ваши задачи. Я думаю, что если мы совместно будем принимать какие-то интересные решения и делиться опытом, я думаю, что этот опыт будет полезен и то есть нашим коллегам по Российской Федерации. Вот первое, значит, у нас появились новые актуальные нормативные документы республиканского федерального значения, я сейчас их озвучу. Они являются документами, которыми определяют нашу работу на ближайшие 4 года, и мы на них должны опираться. То есть, собственно, когда мы будем проводить какие-то мероприятия, думаю, что эти документы должны являться основополагающими. Затем план работы предметной области искусства на 2020-2021 год. Я немножко прокомментирую итоги съезда учителей предметной области искусства. Я проведу анонсы межрайонных, республиканских, межрегиональных, всероссийских проектов, в которых мы принимаем участие, и которым я по мере моей возможности стараюсь привлечь не только ваше внимание, но в первую очередь участвовать в этих проектах. Ну и очень приятная страничка у нас будет по открытию выставок. Мы находимся сейчас, опять же, в состоянии таких закрытых мероприятий. Мы не смогли организовать очное открытие, но вот коллеги подготовили вот такой материал, как открытие выставок «Как прекрасен этот мир». Это у нас выступает Сагдыдинский район. И «Впустите в окна свет» персональная выставка «Король Светлана», преподаватели Эжвинской детской художественной школы. Ну и, собственно, какие-то разные вопросы. Я в большей степени рекламирую вопросы, связанные с изобразительным искусством. Мне бы очень хотелось, чтобы коллеги, которые ведут направление музыка и мировая художественная культура, они тоже каким-то образом рекламировали свои проекты, чтобы эти проекты знали на уровне республики и на уровне Республиканского методического объединения предметной области искусства. Ну, первый вопрос. Вот это актуальные нормативные документы. Первый мы рассматриваем федеральный закон от 31 июля 2020 года, номер 304,
о внесении изменений в федеральный закон образования Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся. Ссылка на документ у меня дается. Я взяла этот документ в «Консультант Плюс», но для меня важно, чтобы вы посмотрели комментарии Ларисы Александровны Неменской в режиме доступа по ссылке, когда она комментирует этот закон Российской Федерации в контексте преподавания изобразительного искусства. Я думаю, это полезно. Она выступала в сентябре, это выступление было, оно записано на YouTube. Там звучит очень много полезных рекомендаций по реализации и по формированию программы воспитания и реализации программ воспитания в контексте именно области искусства. И второй документ – это приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми с включенной дорожной картой реализации концепций предметных областей. Одной из концепций под реализацию этого приказа входит реализация концепции предметной области искусства. И здесь же даются ссылки, где предполагаются мероприятия, которые мы должны с вами реализовать с 2020 по 2024 год. То есть можно войти, все эти документы опубликованы в РМО, вы можете их прочитать и посмотреть, какие мероприятия, собственно, проводятся. Далее, значит, это вот нормативные документы. Я уже говорила о том, что в первую очередь РМО направлена, работа РМО направлена на сопровождение мероприятий по реализации концепции предметной области искусства Российской Федерации. Комментирую, что как структурное подразделение Республиканской методической дней учителей предметной области формируется Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, утверждается состав раз в 2 года. Мы пока работаем вот в составе, у нас еще целый год работы в составе последнего приказа. Руководители, активные участники РМО осуществляют научно-методическое сопровождение предметной концепции, реализацию основных мероприятий. Это семинары, вебинары, конференции, консультирование, консалтинги, повышение квалификации и так далее. То есть те, кто со мной взаимодействует, они знают, что они получают информацию, они получают консультации. И если, допустим, очень много вопросов по одному и тому же вопросу, я делаю публикацию в РМО по конкретному вопросу аттестации или конкретному вопросу методического сопровождения. То есть эти статьи, эти предложения, они публикуются у нас или в дискуссионной площадке, или в разделе «Методическая копилка», то есть можно заглянуть, посмотреть и найти ответ на необходимый вопрос. Мы сегодня начали реализовывать уже дорожную карту, которую я озвучила в рамках приказа Министерства образования, науки и молодежной политики. Поэтому те мероприятия, которые мы проводили в предыдущие годы и проводим сейчас, они все подходят под концепцию. Они были направлены на поддержку вас, как педагогов искусства. То есть, собственно, они продолжают вас поддерживать. И поэтому мне, конечно, хочется, чтобы вы принимали в них активное участие, потому что это ваши мероприятия, но они не касаются только, собственно, вас, они бывают шире мы немного, расширяем рамки участников, потому что есть много талантливых педагогов и других, преподающие другие предметы, нам хочется тоже их поддержать. Ну, собственно, вот итоги съезда здесь на слайде мы видим. Я уже сказала, вас очень многие подписывались к этому съезду и слышали вопросы. Съезд проходил в течение 4 часов. Я здесь комментирую участников, здесь спикеры. Список спикеров написан, основных, которые определяли такие концептуальные области реализации предметной области искусства, ну и спикеры с регионов. Этот последний раз съезд проходил в 2016 году, считайте, 4 года прошло. 4 года, к сожалению, он проводился в заочном формате, но думаю, что спасибо коллегам Института художественного образования и культуры, что они этот съезд организовали и провели, что это одна из форм нашего с вами объединения. Значит, что является важным в контексте проведения этого съезда? Это выстраивание стратегии, стратегических ориентиров
реализации художественного образования и эстетического воспитания в Российской Федерации. То есть вот эстетическое воспитание, это идет в контексте федерального закона, который я уже озвучила. Вот. А художественное образование, вы знаете, с какими сложностями сейчас сталкиваются педагоги, реализующие программы художественного образования. И нам бы хотелось, и опять же, выстраивать единую концепцию художественного образования, начиная с дошкольников, начальная школа, общая школа, старшая школа, с выходом на дополнительное образование и с выходом на профессиональное образование, то есть среднепрофессиональное и высшее образование, чтобы мы в общеобразовательных школах готовили детей, впоследствии поступающие в профессиональную школу, и которая поддерживает нашу предметную область и в области культуры, и в области образования. Поэтому здесь, собственно, результаты еще коллеги готовят, потому что, скорее всего, спикерам задавались вопросы. Мне вопросы пока не озвучивали. И я думаю, что они могут быть озвучены, и так как я говорила о нашем РМО, и судя по выступлениям такого опыта организации учителей предметной области по Российской Федерации не так много. Кто-то объединяется посредством Союза, Международного союза педагогов-художников, кто-то объединяется вот под эгидой республиканских методических объединений. Но задачи мы решаем одни. Поддержка коллег, поддержка их и как профессионалов, художников, музыкантов и режиссеров, так и поддержка как педагогов, потому что бывают сложности, и нам бы хотелось, чтобы эти сложности у вас в рамках работы не возникали. Мы могли бы чем-то помочь. Ну и вот тут я вам говорю, здесь есть ссылки. Вот заслушанный региональный аспект реализации концепции преподавания предметной области искусства. Выступала Пермь, выступала Республика Коми, выступал Санкт-Петербург. То есть я уж вам сказала, что мы с вами на пике выступлений, и это очень отрадно, радует, что мы не... То есть наш опыт заинтересовался федеральными экспертами. Вот. Естественно, вопрос непрерывного художественного образования, который я всячески стараюсь поддержать, и всячески выстроить эту систему непрерывного художественного образования, чтобы наши педагоги могли взаимодействовать и понимали, кому мы готовим наших детей, кому мы передадим, какие руки мы передадим, какое образование наши дети будут получать, и будут ли эти специалисты работать в нашей республике, то, конечно, в области культуры и художественного образования нам бы хотелось, чтобы были свои специалисты, которые ратуют за, в общем-то, республиканское пространство наше, чтобы мы могли говорить, что у нас хорошее художественное образование в республике. Ну и третья, последняя часть, это были рассмотренные вопросы подготовки педагогических кадров для предметной области искусства. Вы знаете, что у нас в республике педагогические кадры готовят, то есть чуть-чуть некоторые программы реализует колледж культуры, некоторые программы реализует колледж искусств. Впервые, наверное, опять же, с долгим перерывом открылся худграф в гуманитарно-педагогическом колледже. Сейчас набрана первая бюджетная группа. Надеюсь, что они явятся современной поддержкой художественного образования. И, наверное, ВУЗ еще рассматривает, то есть в ВУЗе у нас нет педагогического образования в этом контексте. Есть специальность декоративно-прикладное, подготовка специалистов, она тоже на стыке, но она не совсем направлена на область общего образования. Ну а дизайнеры, к сожалению, не получают педагогического образования, им нужно еще учиться и получать дополнительное педагогическое образование, чтобы они могли работать в системе образования. Поэтому очень сожалеем, что у нас нет такой полной структуры. Еще на что я хочу обратить внимание с точки зрения непрерывности. Это детские дошкольные образовательные учреждения, они как-то себя пока не видели в этой цепочке, но
Они должны знать, на каком уровне ведется образование в школе, общеобразовательно, как ведется в дополнительном образовании. И учились этому, потому что, к сожалению, область изобразительной деятельности в наших детских садах пока находится на недостаточном уровне. Детки там мало развиваются в области художественного образования. Поэтому я ни в коем мере не хочу кого-то обвинять. Воспитатели очень активные, они, кстати, очень активные участники, и они заинтересованы в том, чтобы их научили. Вот это замечательная черта педагогов, работающих в детских дошкольных образовательных организациях. И они сейчас стали подключаться к нам в проект, что очень отрадно. Мы должны их поддержать в обязательном порядке. Мы должны, чтобы они стали участниками наших творческих проектов, чтобы они видели, что можно развиваться им самим тоже в этом направлении. Поэтому вот ссылки здесь даются. Если нужна информация, я выставлю презентацию в РМО, вы можете ее себе скачать, и ссылки все будут работать. То есть ссылки будут рабочими. Так, теперь вот плановые мероприятия, которые мы сейчас видим. Вот сейчас осталась буквально 1 неделя. Я принимаю заявки на наш традиционный педагогический вернисаж «Пути творчества». Регистрация участников до 30 октября. В рамках этого же педагогического вернисажа мы планируем еще дополнительные мероприятия. Но если вы читали положение, то есть основной пока вот такой заочно-очный этап, он проходит до конца года. Крещенский фестиваль мы планируем все-таки на январь провести. Знаете, уже он зарекомендовал себя. Очень интересное событие, тем более у нас по результатам фестиваля есть сборник, выпущенный сборник мастер-классов. И у нас есть серия трансляций, которые, собственно, мы показывали в прошлом году. Это было очень интересно, и люди, принимавшие в них участие, они с удовольствием смотрели эти трансляции, выполняли те работы, которые как бы предлагали наши участники, наши мастера. Поэтому я должна сообщить, что в педагогическом вернисаже у нас в этом году некоторые изменения. Я расширила площадку для участия. Как организатор я расширила площадку для участия. Спасибо, меня поддержали коллеги Сыктывкарского колледжа искусств. И они рассмотрели тот вариант, что у нас появляется еще площадка для музыкантов. То есть это в прошлом году, позапрошлом году мы пробовали, в этом году мы оставили площадку для творческого участия музыкантов, концертмейстеров и добавили еще как бы возможность участия режиссером, педагогом-режиссером. То есть это могут быть режиссеры, которые работают со студентами, с учащимися. Можно обратить внимание, что это и гимназия искусств при главе Республики Коми, там есть режиссер, у них интересные есть мероприятия, которые показали в прошлом году уровень подготовки режиссерской работы. И нам бы хотелось, чтобы вы себя в рамках педагогического вернисажа могли показать коллегам, поделиться своим опытом. Сейчас мы проводим заочный этап, хотя регистрация до 30-го, я могу как бы чуть-чуть пролить, но это не значит, что вы массово должны мне регистрироваться после 30 октября. Мне очень хотелось бы, чтобы до 30 октября основная масса участников была уже определена. Поэтому на сегодняшний день пока представлено 42 заявки. 41 заявка – это не так много, тем более они идут по всем направлениям, то есть направление художественное, декоративно-прикладное и творчество и дизайн, музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество и методическое мастерство. Вот методическое мастерство – более свободная площадка, она развернута для большинства желающих, там может любой педагог принять участие, но должна отметить, что мы делаем акцент не на конспектах и на сценариях. Мы рассматриваем визуальные продукты, интересные презентации, интересные слайд-шоу, интересные видео. То есть это визуализация ваших мастер-классов. Из них мы выбираем лучшие
И их приглашаем к очному участию в январе для проведения то есть мастера для проведения своего мастер-класса в Калерово, в Институте развития образования. Вы будете показывать этот материал на всю республику. И, возможно, если у меня в течение года хватит сил, мы можем опять подготовить очередной сборник мастер-классов. То есть мы в этой ситуации решаем несколько ваших аттестационных задач. Работа, выступление, участие на республику, обучение на республику. И второе – это публикация материалов. Вы знаете, что в аттестационном портфолио там есть раздел, если я не ошибаюсь, 5-й критерий, где рассматривается участие в профессиональных конкурсах и рассматривается участие в презентации, публикации, опыта, транслирования своего опыта. Поэтому вот эта площадка как раз и рассчитана на то, что вы можете здесь свой опыт представить. В ноябре 2020 года у нас вот такой интересный появляется проект. Я надеюсь, что этот проект пройдет в очень интересном режиме. Это проект по обучению искусству в контексте региональной специфики. Готовит это собрание, этот вебинар Жукова Надежда Александровна, то есть мой соруководитель. Она будет являться организатором, это ее тема, и я ей даю право на то, чтобы она собрала эту площадку. Помогать согласилась Вита Федоровна Побелевская, доцент Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета. Пока материал еще не собирается, но я надеюсь, что будет собрана программа. Мы пригласим наших федеральных экспертов из Москвы, они готовы нам помочь в проведении этого вебинара. И если у вас есть интересные наработки в области региональных музыкальных направлений, течений, с которым вы хотели бы поделиться, преподавание изобразительного искусства в области региональных художественных направлений, декоративно-прикладное, профессиональное искусство, то милости просим для участия в этом вебинаре с докладами, с выступлениями, и мы будем рады вас включить в программу. В прошлом году эта площадка частично проходила на Северном культурном форуме, но скажу так, что вот такого пока стилистического единства оно не звучало, то есть это отдельные выступления. А нам хочется все-таки сконцентрировать опыт преподавания региональных искусств, то есть в направлении регионального искусства, и хочется, чтобы это была такая комплексная площадка, комплексное интересное решение. Это и пригласить художников, дизайнеров, чтобы они могли свои предложения высказать по этому поводу. То есть вот такой проект на ноябрь. Ориентировочно мы планируем 17-18 ноября. Собственно, руководителем будет являться Жукова Надежда Александровна. Она рассматриваем музыку, музыкальную культурную среду и художественно-творческую культурную среду. Поэтому милости просим для участия вот в этом вебинаре. Времени не так много, поэтому ждем предложений об участии по этому проекту. Еще один очень интересный проект, он обсуждался сейчас, это с Институтом культуры и искусства СКУ Минсороки. Планируется проведение курса повышения квалификации для учителей мировой художественной культуры. Вопросам преподавания мировой художественной культуры в дистанционном формате будет посвящено одно из собраний РНУ. То есть я надеюсь, что в течение года, где-то, может быть, февраль, может быть, конец января, февраль, мы проведем вот такое республиканское методическое объединение. Отвечать за эту тему будет Чегисова Ольга Олеговна, преподаватель литературы и культурологии гимназии искусств при главе Республики Коми и наш соруководитель в области мировой художественной культуры. То есть, опять же, если вы заинтересованы в проведении этого, скажем так, собрания, милости просим принимать в нем участие. Вот здесь касается не только учителей изобразительного искусства и музыки, потому что, насколько я знаю, мировую художественную культуру ведут и специалисты других предметов. Это могут быть учителя литературы, могут учителя русского языка быть, это могут быть историки и другие специалисты. Поэтому нам бы хотелось, чтобы мы вот в этой области тоже начали свое направление работы и как-то объединили усилия учителей предметной области как раз по реализации
области МПК. Еще, там стоит еще один очень острый вопрос, это участие обучающейся Республики Коми в предметной олимпиаде, всероссийской олимпиаде школьников по направлению мировая художественная культура. У нас есть участники, есть прецеденты хороших выступлений, но эта площадка малоактивна. Связано с тем, что сама олимпиада достаточно нелегкая в тематическом плане, к ней надо готовиться. Я думаю, что коллеги из университета, они как раз, я им озвучила этот вопрос, и они как раз, может, в рамках вот этой тематики постараются выставить курс повышения квалификации. Ну и какие вот уже, это уже постоянные мероприятия, это организация проведения персональных и коллективных выставок, концертов, сейчас мы будем говорить уже и о концертах, педагогических работников Республики Коми, очное и заочное участие в выставках образовательных организаций города, республики и других регионов России. То есть в течение года в новостной строке я публикую объявления наших коллег. Вот в этом году я публиковала объявление Чебоксара, школа Акциновых, художественная школа Акциных. У них в ноябре планируется конференция, и положение опубликованное. Я думаю, что когда встречаются коллеги одной области, понимание ваших поисков, оно быстрее как бы расширяет вот диапазон нашего участия. И вы видите, что есть люди, которые понимают, о чем, какими проблемами вы сталкиваетесь, какие проблемы вы решаете. Поэтому я рекомендую принимать участие в такого уровня конференциях. Москва в этом году опять мы подключились к центральному художественному мероприятиям Центрального художественного образования Москвы. Они тоже проводят уже, по-моему, 27-ю мастерскую немецкую. Время от времени кто-то из наших участвует в их конференциях, но это не получается ежегодно. Но они поменяли форматы, они стали больше очно-заочное участие применять, поэтому расширяется круг участников. Поэтому я думаю, если вы заинтересованы в этом участии, я готова проконсультировать по докладам. Я думаю, что и Надежда Александровна может проконсультировать, как доклад сделать. Мы уже подготовили несколько докладов, я просто ищу конференции. Спасибо коллегам 26-й школы Рогова, Людмила Евгеньевна, мы с ней подготовили материал, Кондратьева Анна Александровна, Витальевна подготовила материал по дистанционным урокам, хорошие у них материалы, мы о них говорили на РМО в мае. И я думаю, что я найду площадки, где можно будет этот опыт опубликовать, его представить. То есть мы можем, конечно, нашу республику представлять очень хорошо и высоко. Ну и обязательно РМО работает на участие в республиканских межрегиональных всероссийских семинарах и конференциях. Это с ноября по март, поэтому, опять же, если вы находите какую-то интересную информацию, вы можете мне ее предлагать для публикации, я буду обязательно ее представлять. Это, я напоминаю, площадка педагогического вернисажа. Должна сказать, что лучше всего зарегистрироваться в анкете через сайт КРИРО, выйти на деятельность и найти, значит, на правой панели сайта КРИРО есть профессиональные конкурсы. Педагогический вернисаж «Пути творчества» представлен на этом сайте, и там есть ссылки на документы и ссылки, то есть на положение фестиваля, где указываются сроки, и ссылки на анкету и ссылка на, собственно, этот сайт. То есть мы делаем так, вы заполняете анкету, это две разные электронные площадки. Анкета нужна мне для того, чтобы мне быстро вас собрать и посмотреть ваши материалы. А, собственно, весь процесс фестиваля проходит на этой площадке, где мы можем просмотреть материалы участников. И что мне очень хотелось бы, к прошлому году очень мало было комментариев. То есть есть интересные работы. Но неужели
вот трудно несколько слов написать коллеге, что у него замечательный материал. Я думаю, что это будет приятно всем. И для того, чтобы вы могли написать комментарий, обязательно надо авторизироваться. То есть, зайдя на эту площадку, можно через социальную сеть авторизироваться и стать участником этого проекта. Вы можете загрузить свои материалы, и можете прокомментировать материалы, оценить каким-то образом. У нас есть там система оценок, особенно она сейчас откроется, когда у нас пройдет этап заполнения заявок, мы откроем ссылку, где можно оценить работу и написать комментарий вашим коллегам. Будьте активны, пожалуйста. Вот эта площадка работает уже третий раз, почти 6 лет работает. И мне хочется, чтобы вы уже сегодня, пройдя через этап дистанционного обучения, поняли, что, собственно, тут никаких проблем, сложностей нет, можно свой отзыв оставить, и людям будет очень приятно ваши отзывы увидеть. Далее, здесь я говорю о том, какие у нас, собственно, уже я прокомментировала два проекта. Это первый педагогический вернисаж, вот это обучение искусству в контексте региональной специфики. Очень давно нам пришло письмо от наших карельских коллег, они ждут вашего участия в конференции. Конференция у них будет проходить в декабре, и у них будет проходить выставка «Искусство в изоляции». Участие бесплатное, они просто ждут, чтобы мы расширился диапазон участия не только Карельской республики, но и близлежащих то есть организаций северо-западного региона. То есть практически через Карелию мы объединяем такие области, как Ленинградская область, Коми, Республика, Кировская область, Архангельская, Вологодская область. То есть это та площадка, где мы можем находить возможности для расширения нашего взаимодействия. И я спасибо, коллеги очень ждут, они очень рады. Мы в этом году приняли участие в Сартовальском пленэре. И, собственно, это такая замечательная плеяда людей, столько можно было у них узнать интересного. Поэтому приглашаю, если стесняетесь, боитесь принять участие, то обязательно поможем, потому что впервые принимать участие в конференциях всегда сложно. Написать статью, написать доклад хороший, качественный. Обязательно обращайтесь, то есть помощь будем оказывать. Ну и вот второй межрегиональная научно-практическая конференция педагогов, художников, современной технологии преподавания предметов изобразительного искусства в сфере художественного образования Республика Чувашия. Это тоже наши друзья. Вот, поэтому ссылка есть на как бы эту конференцию. У них конференция в ноябре, если успеете, сейчас уже если успеете, потому что они уже давно, у них прошел тоже конкурс для педагогов-художников заочный, именно конкурс. У нас от республики приняло где-то человек 7, и некоторые получили сертификат участника и дипломы второй или третьей степени, поэтому, я думаю, это интересная оценка нашей деятельности, именно художественно-творческой деятельности, коллег со стороны. Затем, что еще мне хочется сказать? Теперь по поводу детских конкурсов. То есть еще одна поддержка наша с вами – это детские конкурсы. Не так много я берусь за реализацию конкурсов, потому что много организаций, которые организуют конкурсы детские. Но уже так пришлось, что работая в Институте развития образования, я уже с первого дня начала проводить конкурс, региональный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Вчера закончился этап приема заявок. Сегодня опять начинают поступать звонки, мы не успели, мы еще... Коллеги, было почти 1,5 месяца для того, чтобы было подать заявку. Поэтому уже начинает работать жюри. Мне не хочется жюри вводить в режим цейтнота, и поэтому... Все заявки, которые пришли на сегодняшний день, а их пришло достаточно много, даже могу озвучить, где-то 284 заявки на работы. Могу сказать, что очень широко представлен Сыктывкар. Воркута представила около 30 заявок.
принимает участие в равной степени как бы Усинск, я вижу Усинский район, у них 7 заявок, Печорский район, Книжпогосский район. В этом году впервые принимает Ударский район, как бы Троицко-Печорский заявился в красоте Божьего мира, это радует. Усть-Куломский есть заявки. Ухта хорошо в этом году предложила. Спасибо коллегам детской художественной школы, что они откликнулись и поняли, что это тоже площадка для их участия. Кайгородский, Сосногорский, Вуктыльский. В прошлом году вуктыльцы такие хорошие работы представили, что они уехали на международные конкурсы именно в Москву. Сыктывдины в этом году у нас хорошо представляет количество, Прилузский район. То есть почти все, то есть можно сказать, из 21 как бы муниципалитета, раз, два, три, 17 муниципалитетов принимают участие в этом отборе в этом году. Поэтому сейчас у нас до 1 ноября должен быть пройти этап проверки работ, и где-то 30, ну, может быть, 1 ноября мы выставим протокол. Протокол будет представлен на площадке конкурса и на сайте Калеро. Следите за информацией, следите за публикациями. Я публикую материалы на 3 площадках. Сайт Калеро, площадка конкурса и РМО. То есть РМО я тоже информацию даю. То есть если вы заходите на портал открытого образования на площадку сообщества, эту информацию вы тоже сможете увидеть. Должна сказать за коллег, что в сентябре закончился республиканский турнир школьников по музыке «Край ты мой любимый». Заключительный тур прошел в сентябре 2020 года. Результаты, к сожалению, я не могу сказать. Это результаты должны озвучить коллеги, которые проводили этот конкурс. Поэтому пока только говорю, что закончился. В последнюю минуту они прислали, что они еще проводят один конкурс видеоиллюстраций к пьесам и сюиты Сен-Санса «Карнавал животных». Прием заявок у них совершился 25 октября. К сожалению, вот РМО мое вышло позже, я не смогла пропиарить этот конкурс. В ноябре, где-то 18 ноября, межрайонный конкурс изобразительного творчества «Осенние этюды» проводит Школа искусств города Емва. Они уже заявили про этот конкурс, то есть можно уже собирать материал. То есть, к сожалению, пройдет в заочном режиме в связи. Ну, выходите на организаторов. Я думаю, конкурс интересный, рано или поздно он может стать и не только межрайонным, он может стать и республиканским. Интересный конкурс, поэтому поддержите этот конкурс. Ну и другие. Мы другие конкурсы чаще всего поддерживаем как эксперты, то есть наши представители работают как члены жюри, эксперты, поэтому если приглашают, мы не отказываемся от экспертизы детских работ. Тем более Москва дала нам как бы право, то есть я прошла курсы повышения квалификации по экспертизе детских работ и являюсь региональным представителем экспертной комиссии. Поэтому если вы заинтересованы в качественной экспертной оценке в этой области, вы можете приглашать нас. Ну и в этом плане мы активно второй год принимаем участие во Всероссийском изобразительном диктанте и проектом Международного союза педагогов-художников. В этом году формат они немного поменяли. Следите за информацией. Ну, у них всероссийский диктант пройдет в ноябре 2021 года. То есть они сначала проводят челленджи различные, а потом будут собирать материалы. То есть они немножко переформатили характер участия для, в общем-то, этого конкурса. Поддерживаю всегда эти проекты, они интересные. В прошлом году в проекте «Всероссийский изобразительный диктант» наша республика приняла участие, у нас есть победы воркутинские, поэтому это очень здорово. Причем они проводят проект как для участников общеобразовательных школ, так и для специальных художественных школ. Поэтому там два направления, по-разному идет оценка, и дети, которые работают учатся в общеобразовательных школах, и учителя общеобразовательных школ
изобразительное искусство, они также могут своих детей привлечь к этому изобразительному диктанту. Площадки расширяются, где можно принять участие, сами проявить свою активность, предлагаю вступить в Союз педагогов-художников. И мечта моя, чтобы у нас появился свой региональный союз в этом году. Может быть, я буду над этим работать, пока не выходила на представителей Союза поговорить о том, как это возможно. Хотя в прошлом году у меня было несколько разговоров. Мне помогал председатель Карельского, объяснял, как это можно делать. Он мне давал рекомендации по этому поводу. То есть, если мы по его рекомендациям сделаем, я думаю, что рано или поздно и у нас в республике появится свое региональное отделение. А теперь еще, вот мы говорим о научно-методическом сопровождении, это я говорила о проектных таких мероприятиях крупных. Я должна сказать, что в этом году мы начали разрабатывать сайт «Конкурс Дети», то есть РМО подключилась к разработке сайта «Конкурс Дети». И одно из мероприятий, которое будет проходить в рамках вот этой электронной площадки, это новый конкурс, который буквально на днях я озвучу. Это конкурс плакатов и эскизов стрит-арта для подростков. Он будет проходить ноябрь-декабрь. Информация будет в РМО и на сайте. Пока документы не подписаны, могу только сказать, что, собственно, идея для подростков – это конкурс плакатов. Вот. Он будет реализован, и основная электронная площадка представления – это будет сайт «Конкурс Дети». Сейчас пока тоже не даю ссылку. Потом, собственно, когда вы начнете регистрироваться, вы увидите, что мы готовим электронную площадку для детских конкурсов от Института развития образования. И должна сказать, что в этом году мы активно включились в реализацию культурного норматива школьников. В этом году с нашей поддержки была организована Олимпиада, онлайн-олимпиада «Культурный норматив школьника». Я знаю, что многие приняли в нем участие. Мы увидели, насколько ваша заинтересованность, потому что участников было очень много. Онлайн-олимпиады по культуре. Будем готовить следующий проект, то есть в 2021 году мы обязательно расширим диапазон этой олимпиады, расширим круг вопросов для Олимпиады, немножко изменим ситуацию входа, потому что очень много было, как бы обманывали нас дети в том, что несколько раз регистрировались, проходили анкету. Мы постараемся вот эту ошибку нашу свою как бы исправить. Очень много внимания надо будет уделить именно интересным вопросам. Область широкая, то есть там идет диапазон из 6 направлений. Поэтому, если у вас есть какие-то интересные вопросы, пожалуйста, подключайтесь к созданию базы интересных вопросов онлайн-олимпиады «Культурный норматив школьника». Мы будем рады, если вы вот такие предложения будете нам присылать. В этом году ведомство культуры отчиталось по реализации этого культурного норматива, то, что этот проект был все-таки межведомственный. Но я должна сказать, что вот мы очень активно приняли участие через онлайн-олимпиаду. У нас призерами приняли участие учащиеся 5-11 классов. Призерами стало 1009 учащихся 5-8 классов и 596 учащихся 9-11 классов. И вот благодаря такой активности наш регион вошел в топ-5 регионов, которые хорошо реализовали вот этот федеральный проект «Культурный норматив школьника». Следующий, это вот я показывала площадку на съезде, но я должна вам сказать, что в площадке международного этапа существует электронное голосование экспертов. То есть все эксперты, они находятся на своих рабочих местах дома, и они будут отсматривать свои работы по электронной площадке. То есть они зарегистрированы на площадке «Красоты Божьего мира», они ставят оценки. То есть система оценивания открыта, свободная по 10-бальной системе. И вы помните, что
при прохождении, то есть если работа, конкурсная работа набирает меньше там, 5 баллов, она, возможно, даже не проходит к участию в республиканской выставке. Пожалуйста, не обижайтесь на это, потому что конкурс очень высокого уровня в Москве, и пока мы еще за вот 7 лет участия, мы даже не вышли в призеры, мы только являемся участниками международного этапа. И мне хочется сказать, что это такой конкурс, к которому нужно готовиться в течение года. То есть зная, что конкурс, как бы он всегда проходит в одно и то же время, вы всегда можете подумать с детьми на эту тему. И работы, которые выставляются в Москве, они в самом деле высокого уровня. Мне привозили каталог. Каталоги все опубликованы, московские каталоги опубликованы в наших документах в РМО. Их можно посмотреть. Я их сканирую, чтобы все могли их видеть. И наших участников в том числе могли видеть. Поэтому электронная площадка. То есть мы делаем площадку удобной, чтобы можно было легко работать. Потому что, сами понимаете, всегда по конкурсам много недомолвоков, то есть думают, что эксперты где-то подтасовали факты. Трудно в электронной площадке подтасовать факты. То есть каждый эксперт работает с работами один на один. Вот. И вот этот опыт я взяла от московских коллег. Они точно так же проводят экспертизу. То есть они тебе присылают электронную ссылку, ты заходишь, просматриваешь работу, ставишь соответствующие баллы. А так как экспертов у них несколько, там 5, 6, 7, ты не знаешь, какие работы пройдут на лучший этап, и поэтому эта площадка достаточно прозрачная с точки зрения оценки работ. Конкурс будет точный, то есть «Красота Божьего мира» обязательно будет очная выставка, педагогический вернисаж обязательно будут очные мероприятия. Поэтому смысла нам их не проводить, если мы не проведем очные мероприятия. Это вопросы, которые задаются. Следующий момент. Мы продолжаем комплектование базы лучшего педагогического опыта в художественном образовании в разделе «Методическая копилка и дискуссия». Я об этом уже говорила. Я жду ваших материалов. Если у вас вдруг идут аттестации, только не делайте это в последнюю минуту. Опубликовать материал, когда у вас до сдачи портфолио осталось 2 месяца, это невозможно. То есть вы должны хотя бы за год, за полтора, зная, что у вас будет аттестация, готовить этот материал и по возможности его представлять, чтобы мы могли его опубликовать в рамках РМО или найти площадку для конференции, где могли мы эти материалы пропиарить. Тогда это будет результат. Если вы будете за 2 месяца делать, мы не успеем сделать качественный материал, мы не успеем его обработать, мы не успеем его сделать таким, чтобы можно было его показать людям. Поэтому, пожалуйста, если вы думаете, что у вас там до аттестации вроде 2 года осталось, я успею, я все успею, а потом начинается гонка. Вот не доводите до такой гонки. То есть заранее думайте, что есть РМО, есть возможность публикации, давайте-ка я начну уже работать. То есть те люди, те коллеги, которые с нами регулярно работают, у них уже в течение этих 3 лет накопились материалы, которые можно смело вставить в аттестационные, то есть по результатам аттестационного портфолио, это не стыдно будет показывать к экспертам и показывать этот материал как хорошую экспертную публикацию. Вот за 2017 года через профессиональную экспертизу РМО прошло более 100 материалов, из которых опубликовано более 60. То есть это не все материалы, которые ко мне доходят, я публикую. Есть материал, который я прошу дорабатывать. Но, опять же, обратная связь. Если вы хотите доработать, вы будете со мной взаимодействовать. Если нет, то я, к сожалению, не могу вас заставить его сделать. Этот материал у вас это затормозится работа, и так останется незавершенный, незаконченный, никто этот опыт не увидит. Поэтому активность, в первую очередь, активность с вашей стороны, и тогда я думаю, что Надежда Александровна должна мне сейчас помочь с учителями музыки. Она может это сделать, и она в полной мере, я думаю, направляйте музыканты и отправляйте материалы Надежде Александровне. Она, я думаю, что будет просматривать и давать мне рекомендации к публикации материала. Мне будет легче, собственно, делать публикации в РМО. Ну и
Еще одна сторона, то есть к нам обращаются по разработке различных вебинаров, семинаров, курсов повышения квалификации. Мы сейчас занимаемся доработкой дистанционного курса «Основы изобразительной грамоты» для учителей начальной школы очно-заочно. Мы в прошлом году проводили анкету, спрашивали, какие есть дефициты у учителей начальных классов преподавания в области изобразительного искусства. И мы подготовили практикоориентированный курс. Сейчас мы доделываем программу, записываем видео, и скоро, наверное, эта программа выйдет через кафедры Института развития образования. Ну вот курс повышения квалификации – это вместе с СГУ. Семинар организации дистанционного обучения в предметной области – хороший курс. Спасибо коллегам туристического центра, они заинтересовались этим, но сама идея, она полезна не только для туристов, она полезна для любого педагога топ образования, для учителей изобразительного искусства, что можно, собственно, эту программу реализовывать и дальше. Ну и семинары педагогические организации проектной деятельности мы тоже можем организовать, но мы это все делаем по заявкам. Заявка 10-15 человек, и, собственно, мы можем этот курс провести. Если есть желание, обязательно заявляйтесь, пишите заявки на имя ректора Галины Владимировны Китайгородской, и мы будем думать, как это все реализовать. Ну и, собственно, вот открытие выставок. Последний уже почти вопрос, который я хотела вам сказать. У нас сейчас экспонируется 2 выставки. Выставка Светланы Король, персональная выставка «Впусти в окна свет». И «Как прекрасен этот мир». Это выставка творческих работ преподавателей мастеров Сагдовидинского района села Выльград. Им уже подготовлены благодарности за участие. То есть вот вы видите, что форма она готова. Сейчас вот распечатают и будут подписаны эти благодарности. А сейчас я на несколько минут отключаюсь. Вы можете мне задавать вопросы, пока я пускаю ролик по открытию выставки. Я после видеоролика на те вопросы, которые вы мне напишите, отвечу. Так, немножко отвлечемся. Коллеги, дорогие друзья, я рада приветствовать наших партнеров из Сагдовидинского района. Конечно, очень важно, что в этом прекрасном зале мы демонстрируем именно ваши работы. Они уникальные, они показывают красоту нашего Коми-края и, конечно же, демонстрируют ваши профессиональные результаты. Вы создаете художественное пространство именно в нашем институте, в котором проходит ежедневно множество профессиональных событий. И благодаря вашим работам эстетика профессионального сообщества, она сегодня рассматривается как основной элемент пребывания наших коллег в этом зале. Спасибо вам большое за красоту и, конечно, за ваш талант. Это действительно уникальное произведение, которое ежедневно демонстрируется в нашем институте для всего профессионального сообщества. Спасибо вам большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу сегодня представить выставку, которая проводится в Институте развития образования Республики Коми. К сожалению, мы пока не можем провести открытие выставки официально, и поэтому мы решили, что в этом году мы сделаем небольшой виртуальный ролик, в котором мы будем рекламировать те образовательные организации, которые у нас приняли участие в выставках, которые на сегодняшний день экспонируются в институте. Сейчас я нахожусь в одном из залов. Здесь экспонируется выставка работ преподавателей детской школы художественных ремесла села Выльград. И очень кратенько, собственно, могу прокомментировать работы, чтобы вы могли их посмотреть. А вот здесь представлена экспозиция
работ, которые, в общем-то, предоставили нам две организации Сыктывдина, то есть я их называю вообще, это выставка Сыктывдинского района. Здесь мы смотрим работу Бутуриной Татьяны Владимировны, у нее представлены акварельки замечательные, и неплохая, замечательная, очень тонкая и мягкая акварель Валерия Лаврентьевича Торопова здесь видим. И вот еще, собственно, в экспозиции принимает участие тоже работа вот Татьяны Владимировны. Она сделала целую серию работ. Я не хочу показывать их более подробно. Я думаю, что если у вас будет возможность появиться и посмотреть эту выставку, то вы всегда сможете прийти. Сейчас еще можно посмотреть эти работы. То есть вот здесь зарисовки, карандашные зарисовки Валерия Лаврентьевича. Это только одна часть экспозиции. Мы сейчас видим более камерную часть этой экспозиции. Я еще покажу вам саму выставку. То есть мы обязательно должны будем посмотреть. Вот я вот иду, показываю, как она выглядит. Здесь вот у нас зал для экспонирования работы Маргеловой Елены Валерьяновны. Слово здесь. Мы не стали делить образовательные организации, и работы, собственно, они представлены разных авторов. Это Смолева Екатерина Васильевна, директор школы художественного ремесла. Поэтому вот такая небольшая рекламка для выставки, она уже, собственно, присутствует. Да? То есть еще покажу вам выставку, продолжение этой выставки в другой аудитории. Так, еще раз добрый день, мои друзья, коллеги. Здесь я представляю продолжение выставки преподавателей и мастеров Сыктывдинского района. Она располагается, эта часть выставки располагается в 218-й аудитории Института развития образования. Вот я сейчас показываю, собственно, общий панорамный план этой выставки. И очень кратенько покажу, какие работы экспонируются. Выставка очень деликатная, очень мягкая. Мы назвали ее «Как прекрасен этот мир». И здесь мы можем увидеть уютный дворик. Это работа выполнена в технике масла. Очень замечательно она оформлена, эта работа. То есть, чтобы можно было вам посмотреть очень кратенько. Я должна сказать, что выставка получилась замечательная, и работы очень все такие интересные. Вот здесь мы можем увидеть работу. Это у нас Ладыгина Татьяна Владимировна. Она не первый год принимает участие в наших выставках РМО. Ну вот сейчас она представляет уже свою образовательную организацию, уже в выставке коллективной. Здесь представлен батик, представляет Выхабцева Кристина. Такая вот осенняя тематика этого батика уже можно посмотреть. Я немножко работы покажу, чтобы хотя бы вы имели представление, как выглядит эта выставка, экспозиция. Здесь Оплеснина Татьяна, пожалуйста, у нее тема фантазийная на тему Венеции. И мы можем видеть еще работу Ладыгиной Татьяны Владимировны. Она работает преподавателем детской школы художественного ремесла. Очень активный участник. Здесь еще одна работа Макаровой Ольги, тоже выполнена в технике масла. И вот она вот так смотрится. Не сильно ругать, и очень хочется вам сделать открытие официальное, пригласить вас, поздравить с вашей экспозицией. Но вот на сегодняшний день в условиях коронавируса приходится вот организовывать выставку следующим образом. Это вот, пожалуйста, здесь у нас представлены работы Пунигова Виталия Александровича. Мы видели одну из работ его в том зале. И здесь представлена работа маслом «Летний денек» с лодками и «Рыбацкий берег». То есть он принимал участие, сколько я знаю, в проекте «Клюква». И думаю, как раз работы с проекта он в данной ситуации и представляет.
Ну вот еще раз возвращаемся на работу Ладыгиной Татьяны. Она представляет графику пастельную, очень легкие, мягкие работы. Я думаю, что вот это у нее работы северных тем, где они путешествуют, где они бывают. Очень хорошо смотрится экспозиция Чайниковой Юлии. Вот у нее акварельная работа, целая серия здесь. Мы ее видим, эту серию, можно посмотреть поближе. Я не буду в полной мере показывать сам результат работ. Для чего? Для того, чтобы вы пришли и могли их посмотреть непосредственно. То есть не просто смотреть в экран, видео, потому что качество тут не всегда может быть хорошим. Мы не до конца можем увидеть качество выполненной работы. А вот просто, чтобы вы имели представление, какие работы выставлены, какие авторы у нас здесь представлены. Вот, могли прийти, если вы оказываетесь на мероприятиях института, вы можете постоянно наблюдать эти экспозиции, они всегда радуют глаз наших участников. У нас только что прошли 2 крупные конференции, и я думаю, что участники конференции уже могли видеть эти работы, наблюдать, они создавали атмосферу этих конференций. Это Маргилова Ирина Валерьяновна, облака над городом. Вот такая тема. Ближе можно показать. Я думаю, очень близко я показывать не буду, потому что можно прийти и выставку посмотреть. Я думаю, это как раз повод для того, чтобы вы могли посмотреть эту выставку, приехать к нам, познакомиться с экспозицией. То есть еще раз показываю, как выглядит эта выставка в этой аудитории. Я очень рада, что мы можем такими выставками просвещать наше учительское сообщество. И вот, собственно, мы вот выходим. Можно посмотреть в 18 кабинете. Вот идет у нас реклама экспозиции. Поэтому мы приглашаем вас посетить выставку «Как прекрасен этот мир» мастеров и преподавателей Сыктывдинского района. И поздравляю участников выставки с открытием экспозиции. Ну, собственно, вот очень кратенько мы показали выставку. Мы в таком оперативном режиме ее собрали. Спасибо коллегам, которые могли нам сделать такой коротенький видеоролик. В любом случае, он является нашим материалом нашего участия. Вы можете на него ссылаться и показывать. Мне осталось только показать наших партнеров, вот, с которыми мы стараемся взаимодействовать. Это вот потихонечку вот этот круг он расширяется. И у нас появляются такие замечательные партнеры, как палата как бы, детские художественные школы начинают активно работать с нами, институты с нами начинают активно работать, сообщества с нами активно начинают работать. Я думаю, что вот этот диапазон, который я сейчас вам представила, он пока еще даже представили не полностью, в котором мы можем принимать участие. И, собственно, я заканчиваю наше собрание. Еще раз должна сказать, что в течение года у нас проводится обычно 3-4 собрания, но тем накопилось много, и вот итоговые мы проводим собрание в мае, где мы подводим итоги года. Я думаю, обычно все результаты я всегда представляю, какое количество у нас работ мы приняли участие, где мы приняли участие. Это будет уже майский, последнее наше собрание этого года учебного. И сейчас я хочу просто пригласить вас на 2 вернисажа. Первый вернисаж будет завтра. Открытие выставки 28 не выставок, а выставку 28 октября. Сыктывкарский государственный университет, Институт культуры и искусства празднует 20-летие. И коллеги собрали выставку преподавателей, работающих и работавших на факультете и институте за эти 20 лет. То есть это интересно, особенно если вы являетесь выпускниками СГУ, то вам, думаю, интересно будет посмотреть эту выставку. И вот здесь как бы Светлана Александровна Будакова, она сделала пост ВКонтакте, который я сейчас опубликовала дважды, то есть что мы надеемся на зачет. Да? То есть приходите завтра в 13 часов
в выставочном зале Института культуры на Октябрьском проспекте 55 состоится первый вернисаж. А второй вернисаж очень интересный. Я концерты не могу вам все опубликовать. Я думаю, просто я, наверное, в силу своих возможностей не всегда успеваю всю культурную палитру, которая существует в республике, вот, пиарить в РМО. Хотя бы мне это очень хотелось, но для этого мне нужны помощники. Вот. А поэтому я в большей степени, конечно, публикую информацию для учителей изобразительного искусства, но я думаю, она не менее интересна и для других учителей. Поэтому вот, собственно, вторая выставка, которая откроется 29 октября 16:00 в Национальной галерее Республики Коми. Это отчетная выставка Союза художников России, регионального отделения, Коми регионального отделения, называется «Время Коми». Тоже, опять же, отчетные выставки чем интересны? То есть там выставляются работы реально живущих и действующих художников. Поэтому то, что происходит у нас в республике, в художественной области, можно, особенно в области изобразительного искусства, можно увидеть в рамках вот этой экспозиции. Это актуально, это современно, с этим надо знакомить детей, и сами мы должны просвещаться на этих областях. Поэтому я приглашаю, и Национальная галерея, и я, собственно, приглашаю на вот эту выставку. Ну и, собственно, я напоминаю, что деятельность РМО, она направлена на условия реализации мероприятий, концепций. Это сюда входит научно-методическое сопровождение учителей, педагогов, преподавателей. Я уже говорю о непрерывном художественном образовании, не сужаю тематику только для учителей. Методической поддержки, методического сопровождения. Это и консалтинг, публикации, научное руководство, педагогические проекты, научно-практические конференции, участие в республиканских всероссийских форумах. Опять же, зависит от вашей активности. Если вы заинтересованы принять участие в каком-то форуме, у вас есть положение, и вы выходите на меня, то консультацию вы можете получить и принять участие. Мы найдем возможность, как это все хорошо представить. Выявление актуального содержания, это повышение квалификации, организация проведения учебных семинаров, вебинаров, курсов и так далее. Тоже я уже осуществляла. И вот Вера Ивановна тут задает вопрос по МХК, планируется курс или нет. Не знаю, как она меня слышала. Я сказала, что с СКУ мы на уровне соглашения договорились, что такой курс мы будем готовить по мировой художественной культуре, как раз связанный именно с этой областью. Организация профессиональных конкурсов, фестивалей, художественно-творческих выставок, презентаций, художественно-педагогического опыта. Это вот такая художественно-творческая составляющая часть работы учителя. С нее мы начинали. Я думаю, что она должна быть такой основополагающей, потому что вот эта сторона как раз та изюминка, что мы из себя представляем. То есть мы же творческие все люди, мы рисующие, поющие, музицирующие, играющие. Нас видят только, может быть, со стороны, как мы преподаем, а мы еще можем и создавать какие-то произведения искусства, и можем их исполнять, мы можем их показывать, мы можем их демонстрировать, давать концерты. И, конечно, это одна из наших обязательных профессиональных черт, чтобы мы этим владели и могли это делать. И мы должны об этом говорить и показывать. Мы должны об этом говорить. Ну и активности, любые активности в сопровождении педагогов, художников, деятельности российских, образовательных и просветительских конкурсных проектов для обучающихся в области искусства. Это поддержка талантливых и одаренных детей. То есть одна еще компонента нашего РМО. Ну, собственно, как всегда, выступая с предложениями, жду ваших, то есть призываю вас принимать активное участие в наших мероприятиях, ждем ваших предложений для участия в собраниях РМО, это ваши выступления, ваш опыт, ваши наработки, ваши инновации, ваши интересные решения.
где вы с коллегами можете поделиться опытом, получить какую-то профессиональную оценку, отметку вашего труда. Также ждем ваши методические материалы для публикации и обсуждения. Ждем вашего активного участия в обсуждениях в различных форумах электронных, которые мы организуем. И, собственно, мы ждем вашего активного участия в мероприятиях, организуемых в ближайший педагогический вернисаж «Пути творчества». Прошу вас регистрироваться и принимать в них участие. Ну и, собственно, все. Я вас благодарю за внимание. Очередной раз я вижу, что в РМО зарегистрировалось 60 человек. Но сейчас в очном режиме 24 человека принимали участие. Вопросов не так много. Хотелось бы, конечно, чтобы от вас были вопросы. Если сейчас у вас есть вопросы, можете задать, я постараюсь на них ответить. Если есть вопросы, напишите, пожалуйста, их. Я вижу ваши вопросы, реплики. Спасибо за информацию, пишет безвеперная Светлана Борисовна. Кстати, вот был задан вопрос, набирается ли запись группы для переподготовки учителей изобразительного искусства. Ну, чтобы организовать курс переподготовки, это более 500 часов, это большая-большая профессиональная программа. Один человек ее реализовать, к сожалению, не может. Я в области искусства работаю в Клеру одна, и мне нужны всегда помощники и поддержка. Поэтому я могу быть только как преподаватель на сегодняшний день отдельных семинаров, курсов. Я заинтересована в том, чтобы проводить практикоориентированные курсы, чтобы вы уходили с этих курсов с конкретным опытом, который можно использовать в практике сегодняшней работы. Это касается и каких-то творческих наработок, это касается организации информационных коммуникаций, это касается организации проектной деятельности детей, то если есть интерес, то есть вот в спедколледже мы запланировали несколько семинаров, они планируют их проводить январь-февраль, возможно, будет информация, и вы можете к ним подключиться, к этим семинарам, которые они берут на себя организацию, я буду выступать в роли преподавателя для проведения этих мероприятий. Так, смотрю, вопросов нет. Значит, я с вами прощаюсь. До следующего собрания. Я доступна, электронный адрес у меня на первом слайде. Надежда Александровна свою информацию записала. Вы можете тоже воспользоваться этой информацией. Поэтому жду от вас активности, участия в собрании. Ну и давайте начнем работать. До свидания, коллеги. До следующих встреч.